Я понимала, что я задыхаюсь. Я начала искать выход. Я слышу, что у меня девочки кашляют, что они меня зовут, но я понимаю, что я не могу к ним на помощь пойти, потому что я должна вначале сама выбраться, открыть эту дверь. Я начинаю эти ключи искать на полу. Здесь до сих пор стоит удушающий запах гари. Ночь с 30 ноября на 1 декабря для семьи Чидиевых едва не стала последней. В половине второго ночи в квартире на 4-м этаже вспыхнул пожар, который чуть не унес жизни 4 человек. Очаг возгорания было здесь. Это вот здесь розетка у нас. У меня был подключен телефон. И здесь стоял пластиковый столик у меня. Детский столик стоял. Пожар произошел в результате короткого замыкания электророзетки. Не электропроводка в данном случае виновата. В электророзетку был включен двойник, и через двойник подключены 2 электрических прибора. Произошло сильное задымление в квартире и в подъезде дома. Соседи вызвали пожарную охрану. Общими усилиями было эвакуировано 15 человек из дома. Семье Чидиевых повезло. Спасатели и бригада скорой помощи подоспели вовремя. Обошлось без жертв. Однако в подобных ситуациях выбраться из горящего дома удается далеко не всем. В Министерстве чрезвычайных ситуаций отмечают, по статистике с наступлением холодов количество возгораний увеличивается в среднем на 30%. С начала года на территории республики всего произошло 354 пожара. На пожарах погибло 6 человек и травмировано 46 человек. По статистике, с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона происходит резкое увеличение количества пожаров. Люди пытаются согреть жилье, согреться сами, используют часто отопительные приборы кустарного производства или же оставляют без присмотра приборы. Обезопасить себя от возникновения пожара можно и нужно. Достаточно соблюдать всего несколько простых правил при использовании электроприборов и тройников. Зимой увеличивается нагрузка на электросеть, и люди умудряются вставлять в эти розетки тройники и подключать несколько электроприборов. И, соответственно, нагрузка увеличивается и происходит нагрев провода, и может произойти пожар. Если пожар возник в результате халатности самих погорельцев, то государство – последняя инстанция, куда они могут обратиться. Официально возмещать ущерб государственные органы не обязаны, поэтому и делают это только в исключительных случаях. Правом на получение денежной компенсации обладают только некоторые категории лиц. Граждане, у которых случился пожар по вине действий со стороны государственных служб. К примеру, электрики из ЖЭКа чинили проводку, и она вспыхнула. Граждане, потерявшие в результате пожара все свое имущество, включая деньги и личные вещи. Лица, оставшиеся в результате пожара без средств к существованию и возможности приобретения нового жилья. Именно этим людям государство обязано предоставить новое жилье из имеющегося в резерве или же выплатить компенсацию для приобретения нового. Если имущество было застраховано, то выплачивать компенсацию должна страховая компания. У нас в Чеченской Республике институт страхования жилья и иной недвижимости очень не развит и не распространен. Наиболее неблагоприятный для пострадавшего от пожара случай – это когда он сам является виновником пожара. В этом случае о возмещении какого-либо вреда со стороны кого бы то ни было и речи не может быть. Однако, если пожар возник по причине, скажем, неправомерных действий соседей или эксплуатирующего управления, скажем, управляющей компании, эксплуатирующего предприятия, то собственник имущества, вред которому причинен, вправе потребовать возмещения соответствующего ущерба. Делать ремонт в квартире Чидиевым придется за свой счет. Ущерб от возгорания оценили в 150 тысяч рублей. Пока семья вынуждена ютиться у родственников. Седа Сапарова, Муслим Типаев, Мансур Саев и Джамалел Худжалиев. Новости.